И вы, кстати, рассказывали, что вам отец, сейчас вы к этому расскажете, значит, по всей стране практика, хотя есть такие люди, которые считают, что у нас даже вот эти процедуры исполнения смертных приговоров происходили очень таком в стиле аристократическом, что приходила расстрельная команда, прокурор, все очень вежливые, соблюдают процедуру, а практика, которая говорит о том, как производились расстрелы по всей стране, говорит, что это совмещалось с пьянством, каждому расстрельщику давали по ведру водки, это выпивалось или там, или после, или... Вот что вы знаете насчет вот того, как развлекались расстрельные команды после того, как совершали такой патриотический поступок, как расстреливать вот так называемых врагов народа? В Республике Мордовия. Да. Это как раз мой отец говорил. Он был строитель, у нас в Саранске был ресторан «Центральный» в те времена, единственный. На перекрестке Советской и Большевистской. Большевистской, да. Снесен сейчас. Да, бывший гостиница «Центральный» и ресторан «Центральный». Вот отец говорил, после как раз этих расстрелов, эти ребята, которые участники этих расстрелов, потом пили и рассказывали, что они производили эти расстрелы. Он как вот... Официантом хвастались, да? И ну, вообще пьяные... Гордились этим. Да, и вот как тогда рассказывал мне отец, значит, место это было старые вот эти кладбища, где вот примерно, значит, телецентр, вот где-то в этом районе. Как раз дорога идет к Благовещенским родникам через телецентр. Именно там происходили эти расстрелы. И, конечно, люди должны помнить эти вещи, чтобы никогда не повторилось то страшное время, которое было во время Сталина. Поэтому мы должны помнить этих захоронение этих людей, где расстреляли. Это же практически расстрелы тех людей, именно настоящий генофонд нашей России, нормальных людей. Лучшие ученые, лучшие писатели, лучшие поэты. Конечно, но самое главное, это нас сохранить нам, в частности, воспитание наших детей, и чтобы как раз это было не наших детей, не на площадь выгонять и хлопать жуликам и ворам нашей республики, а именно вот как раз надо эту память и говорить об этом. Я вам приведу пример. У меня сын третий, которому сейчас 14 лет, вот будет в январе, вот в 1 классе ему поставили, значит, на стене, значит, фотографию Меркушкин Николай Иванович и слова, значит, так, я вам сейчас дословно скажу, это наши, типа, наш герой Республики Мордовия. Я тогда возмутился. Вот видите, вот прошло не так уж много времени, герой-то уже всех снесли, эти фотографии. Вот в этих, в администрации города, значит, мой как раз вот дед, почетный гражданин города Саранска, медаль номер 1. А если сегодня зайти в администрацию города, вы знаете кого? Николай Иванович Меркушкин и Варсонофий первые. Это наши герои. Но я думаю, этих героев тоже скоро мы их не увидим. Вернемся к тому. А вам ваш отец не рассказывал, вот те, кто, сколько, как это, какой период времени это продолжалось, вот, что они праздновали в этом свое вот это замечательное действие в ресторане? Это, во-первых, люди менялись, это другие были, или это какие-то определенные, каждый раз одни и те же ездили исполнять судебные вот эти Ну, я вообще думаю, что вот в России у людей, вы знаете,
у людей именно вот то, что смотришь, будущего-то нет, поэтому и пьянство становится. И люди понимают, ну, другой жизни нет. Я, наверное, сумбурно сформулировал. Я говорю, те, кто расстреливали в 30-х годах, и они после расстрелов приезжали и развлекались, отдыхали. И вот это в следующий раз приезжали те же самые люди, а это я не знаете. Я откровенно скажу, Да. да, не знаю. А он узнал об этом от сотрудников гостиницы или там были Зачем? Ну, гости? он также отдыхал вечером. Они один на рестораны. Также отдыхали, выпивали. А как дальше их судьба сложилась, он не говорил? Да это я уже ничего не говорил. Ничего не говорил. Но поэтому вот, конечно, вот то, что обязательно надо вот эти места захоронения, и, конечно, туда надо наших детей туда приводить и рассказывать, к чему, чтобы никогда не было такой возможности в нашей стране опять вернуться к такому страшному преступлению. А вот еще мемориальные доски на стенах, когда арестованных уводили навсегда из зданий, еще некоторые здания эти сохранились. И если там повесить мемориальную доску, в которой сообщается, какой человек, если действительно достойный человек был, ну, конечно, отнят у нас. Конечно, вот именно идеология, когда патриотизм, вот часто, я вот сейчас бываю в школах у своих детей, я говорю, мы совершенно неправильное понимание патриотизма. У нас детей рабами делают, вы понимаете? И дети-то вот именно, я смотрю, и родители, кому-то услужить, угостить. Вы понимаете, политика идет такая, что общество у нас очень плохое общество хотят создать. Ну, рабами, чтобы дети наши с детства становились рабами. А вот как их делают рабами, вы считаете? Рабами. А я вам скажу, что само общество, вы посмотрите, но почему в выборах всегда участие принимают кто? Учителя. Учитель это, во-первых, это тот учитель, который... Пример для подражания. Пример для подражания. А когда наши дети видят, что учителя враньем занимаются, подделкой, переодеванием, дети очень умные, они все понимают и все знают. И после этого они же понимают, что надо к власти, как говорится, если власть, ты будешь нагибаться перед властью, власть, смотришь, тебе что-то даст. Но разве в этом смысл жизни? Вот в этом-то и очень страшная вещь. Должны быть, не надо, власть надо, чтобы закон работал для всех единый. И если любой человек занялся или бизнесом, или что, не надо для этого. У вас какие-то отношения с властью. Для этого открываешь, это можно, это нельзя. Вот по этому принципу, к этому должны идти. И поэтому, когда мне говорят, а что начинать в нашей России? А в нашей России начинать именно то, что власть для всех быть единой. Все. А вот потом, конечно, в один день не делается. Это и надо сделать так, чтобы, правильно говорят, коррупции не победить. Но, по крайней мере, сделать так, чтобы воровать было страшно. И чтобы было не страшно с ней бороться общественным организациям. Естественно. Еще хочу сказать, что Владимир Евгеньевич имел в виду, что не все учителя фальсифицируют выборы, Да, а именно те, кто, ну, на всякий случай, для суда, а те, кто фальсифицирует, их только так можно определить. Нет, именно мне больно, и это их вынуждают. Это не потому, что учителя такие. Ну, кто-то и добровольно, я думаю, для карьерных побуждений. Это всегда, да. Да. Но дело-то в том, что именно выборы, в основном, учителя
именно участие принимают. И наши дети это видят. И математики очень востребованы, потому что очень нужно там владеть цифрами. Да Поэтому сейчас уже электроника, вы сами понимаете, сейчас как вы видите будущее партии «Яблоко», и что бы вы могли посоветовать, и теперь у вас новый руководитель в Мордовии, тоже какие у вас надежды, и как вы будете ей помогать? безусловно, пока мы еще Первые дни? живем, это естественно. Мы и помогаем, и, конечно, это есть вещь такая ответственная. У нас, членов партии «Яблоко», очень многие люди, но они просто, они нормальные люди, но они, многие говорят, что не говорите, что мы в партии «Яблоко». Я их понимаю, потому что я знаю, что это такое. Это до 10-го колена ведь доходит. Это непросто. Это и не потому, что это такие плохие. Просто, ну, жизнь такая. Ты же ответственных за своих близких, и это нелегко, нелегко. Поэтому, а будущее, я все равно думаю, что вот этот беспредел, который творится, рано или поздно, конечно, все это уйдет. Только хотелось бы побыстрее, как говорят, в своей жизни увидеть бы эти перемены, но в лучшие перемены, чтобы еще хуже не было, потому что действительно идет к тому, что я беспокоюсь в стране, это действительно диктатура будет полнейшая. Вообще о людях не думают. А в целом будущее, в какую сторону, какие бы вы советы дали, хотя, может быть, это самой федеральной организации партии «Яблоко», как вы видите будущее, какие вы понимаете, что вот перспектив для развития партии, для лучшего донесения вот ваших взглядов? Но я думаю, что мы действительно должны в партии «Яблоко», те люди, которые не запачканы в своих в неправильных вещах, вот. Это очень важно. Это действительно, я считаю, это наша партия «Яблоко» прекрасных, грамотных и порядочных людей. И надеюсь, что действительно эту партию будем в дальнейшем развивать. И надеемся, чтобы общество молодых людей, которые они понимают все в этой данной ситуации и будут думать именно приходить в нашу партию. И мы надеемся, именно молодежь, чтобы пришла и именно работу свою делали, свое будущее. И люди понимают. Я убежден, что действительно нас понимает, потому что мы говорим правду, и что бы там не говорили обо мне, но я знаю, для меня лично это очень важно, чтобы моим детям никогда не сказали, что отец не был сволочь. Это очень важно, вы понимаете? Поэтому время такое, что... А то, что говорят, ну, не страшно, ну, все мы нормальные люди, тоже что-то не боимся, но уже, знаете, по-моему, просто надоело бояться, откровенно говоря. Понимаете? Пусть боятся те, которые неправильно, нечестно живет в этой стране. А как вы считаете, почему так много демократических организаций вот на протяжении 20 лет развития «Яблока» объединяются вокруг партии, и она уже называется объединенная демократическая. Мы видим там, по сути, несколько десятков организаций объединились. Ну, есть же, конечно, но потому что
партия разумных людей, я бы сказал. Вы понимаете? Поэтому вот если взять, некоторые говорят, что нас мало, да как раз нас не мало. Нас просто слышат и понимают. Вот то, что люди говорят на кухне, вот как раз они понимают, о чем мы говорим. Что в нашей стране надо заниматься экономикой. Если страна будет экономической, богатой и сильной, вот тогда будет. И жизнь будет у людей действительно прекрасная. А не стремиться вот вооружение, ракеты, Сирия, аннексия Крыма. Поэтому... Вот такие Владимир Евгеньевич в Саранске, а мыслит как человек мира, и проблемы взаимоотношений России и мира, и вот участие, и в чем даже Россия виновата, он берет на себя ответственность и действует. И вот мы, получается, развенчали мифы о том, что вот у нас есть такое заблуждение, что демократы никак не объединились. Хотя мы видим, за 20 лет вокруг партии «Яблоко» объединилось около 20 демократических организаций. Там от христианских демократов до социал-демократов, до фонда там, до организации солдатских матерей. И постоянно, раз в несколько лет, вот, организаторы разных партий все-таки понимают, что нужно быть вместе, что поодиночке трудно, но зато сложность в том, что эта коалиционная работа очень сложно, нужно быть очень деликатным, чтобы учитывать различия разных партийных вот, идеологий. Еще один миф есть, что партия «Яблоко» не оппозиционная, тоже у некоторых уж совсем как бы капризных людей, только начинающих заниматься политикой, они говорят вот такую вещь, что партия не оппозиционная, хотя в партии «Яблоко» самое большое количество людей, сидящих по уголовным статьям, людей, членов партии, на которых заведены уголовные дела, которые осуждены несправедливо, даже количество убитых среди партии «Яблоко», оно опережает. И как после этого говорить, что эта партия не оппозиционная, если мы видим, что вот идет такое мочилово партии. Владимир Евгеньевич, мы с вами, встреча наша не последняя. Сейчас мы прервемся. Дай Бог. Нашим телезрителям, вам я пожелаю хорошего самочувствия и такого сохранения вашего вот энергетической силы и открытости, дружелюбия. А нашим телезрителям я напомню, что вот в нашу инициативную группу она обогатилась таким человеком, как сооснователь и заместитель председателя Мордовского регионального отделения Российской объединенной демократической партии «Яблоко» Владимир Евгеньевич Гридин. Спасибо вам большое, Владимир Евгеньевич, за интервью. Большое вам спасибо. Партия «Яблоко» – это не экстремисты, это будущее наших страны. И детей, так как вы педагог, и вы очень за них беспокоитесь, и это заметно. Ну, конечно. У каждого нормального человека это, конечно, ради наших детей, наше будущее. Спасибо. Спасибо.